Игорь, помаши маме ручкой. Что так рано встаете? Я лег, блин, 4 часа назад. Ну, Баня бывает. была ночная, поздняя. Я не дождался, заснул. А я пришел, затопил ее заново, она уже остыла. Пока прогрелась. Сейчас пораньше едем, да? Да? Сейчас у нас будет выезд. Через час. Что, 9 уже, да? Да. Ну, график у нас сменился. Опять в очередной раз. Что, мы выезжаем. Спасибо этому дому. Спасибо хозяевам за гостеприимство. Не сейчас, все. Я тоже не очень готов. Да нет, все хорошо у вас. Что вы? Главное ничего не забыть, а то вечно что-нибудь забываешь. Самое, что ты постоянно забываешь, это вот зарядочка от телефона. Я ее специально положил на видное место, чтобы уж наверняка. 9 утра по якутскому времени, 10 по местному. Тут +1 час. Все, потихоньку выезжаем. Сегодня еще какие-то у нас небольшие мероприятия тут запланированы. Это вот Василий Николаевич, хозяин дома. Здравствуйте, доброе утро. Такие вот вокруг сопки. До свидания, до свидания. Ну и вам пока. Давай. Деревянок. Давай, пока. Коко, малыш, ох ты. Ладно, все, до свидания. До свидания. Готовимся к дороге. Итак, Эркин, готов? побывать в Аймиконинском районе и не искупаться — это грех. Так, Алексей Климентьевич уже пошел. Я пока раздеваюсь. Ну? А, так там и так можно, без тапок, да? Да? Без тапок можно, да? Нормально? Можно. Можно поедем. Че? Я пошел. Эркин все, не хочет. Убежал. Оля с холода, привет! Бля, что это сука? Меня туда оторвало. Все. Ну давай, Игорь. Эй, Эркин. Эркин, давай. Там чуть-чуть тяжело, стойки нету даже. Вот оно счастье! Привет всем! Всей Якутии, всей Аймиконской долине, всем моим друзьям и родным! Прощайтесь, прощайтесь. Меня что там звенеть начало? Нормально, ноги только свои. Главное сразу одеть шляпу на голову, как вот народ Саха купается в минус 45. Искупался, валенки, варежки и бошку в тепло. Do you want to swim too? No, we said that we didn't bring our shirt. I recommend you. Attends, en plus il nous parle. Good time? From St. Petersburg. Ah, yes, okay. But you are in St. Petersburg. You sometimes you. I live in Yakutia now, and I have pleasure from Yakutia. Yes. I'm happy to be here. Yes. Oh yeah, this is very nice. Happy to live here. Thank you very much. Thank you. Maybe together. Nice to see you. Maybe together. I be Josiane. Josiane. Josiane, and you? Игорь. Nathalie. И тут французы поняли, что эту страну не победить. Yes. Je pense que oui. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. We should have fun time here.
GoPro выключайся. Нет, да, так не будет. Давай, давай, залазь. Решили попрощаться с метеостанцией и взять еще интервью у начальника станции. Буквально неделю назад у нас все по ночам 45 постоянно было. Вот в эти дни, а в дни проведения Вот буквально. фестиваля, В дни проведения там 37 было, 38. Ага. А ты не Александр Алексеевич, начальник начальник Орловицкой станции. полностью, да? Да, да. Ну, объединенной полностью станции. Вас очень на празднике Да, да, вчера да. ждали. Андрей, На празднике очень ждали вчера Да, вас. мы тут он бегал. Почему Мы я на- на мы на круглом столе же метеостанции. был? Нет, потом вот когда вечером был, вот, вы Ну. имеете в виду в этом? ну вот Что? в доме. В доме в этом. Да тут у нас работы нет. было. Вчера тут получилось, пока круглый стол, там вот ученые же эти с мерзлотоведения все эти были. А потом, я говорю, вот приехала тут машина по настройке вот ААК у нас тут. Аппаратура вот по засолнечной радиации, они настраивали барографы тут. А вот эта аппаратура у вас, да, здесь? Да, вот, это полностью метеоплощадка. Хочешь, давай посмотрим, Давайте, да. если желание. Пойдем. Есть. Вот это Ива. Как Ива? Ива называется, да. Это за облачностью. Давайте, Вот, да. вот такие же, видишь, там это тоже нижнюю облачность пробивает. Облака перистые, Ага. кучевые там. управление гидро... Это управление гидролифтужей. А, Это у нас техник-метеоролог сидит. Зверева Ольга Вячеславовна. Как раз срок у ней. Сейчас ведет наблюдение. здравствуйте. Это печка, да, что смеетесь? Таких нету нигде по Якутии. Вот единственная станция, видите, у нас экзотическая, да? Таких не делают печек здесь? Конечно нет, это вот, смотрите, в каждую комнату, допустим, видишь, печка, с той стороны топят, допустим. Он, короче, за солнышком наблюдает, там ставится лента такая синенькая, и он ее прожигает, вот идет полностью, автоматически он ее ведет это полностью, как солнышко встало, и вплоть пока не село. Подняться, Да ради бога, пошли. Да. Разберемся. Главное, там, ребят, ничего не трогайте так. Ага. Главное, ничего не трогать. Вот потихонечку, аккуратно поднимайтесь, и вот направо увидите, там шарик стоит. Это прибор как называется? Гелиограф. Вот, видишь, он идет и наблюдает, там стоит специальная лента, ставится, он прожигает ее. Ну, сейчас на метео я покажу. Гелиограф. А, вон лента. А, ничего себе, да. Шарик действует как линза, и вот она там прожигает. Снять панораму. Да, я читал, один экземпляр, я читал книги. Вот такая книга. Он меня пригласил на презентацию. Вот так все здорово. Попасть не удалось на метеостанцию. Вот она Где вы- пораженная. Да, вот оно вот так идет, ждет. Потом вот мы меняем, да, полпервого у нас это время. И каждый день снимаете, да? Регулярность, да? Да. Обязательно. А летом, да, когда солнце у нас вот так всходит, вон там заходит еще третья лента, да, Да. то есть вот так еще. Потому будет. что фактически у нас это же А, не хватает даже? И насколько Конечно, сейчас- нет. Нет, ну- Сколько сейчас продолжительность светового дня, или как это называется? Ну, часов Часов 11,8, что ли, вчера было. А это минимум глянем тоже. Сегодня вот интересно, ребята. 11,8? Да. Солнечного, да? 11 часов, 1 да, часов солнца? 80. Ничего себе. Это ж много, Это очень много. Сейчас скоро будет почти это. Солнце село и сразу через 2 часа 3 встало. да? А это когда начнется такое? Это в июне. Минимум В июне, да? было минус 33,2. Минус 33,2. Вот видишь, да. Угу. А вот позавчера, например, было 37. Потому что вот приезжали здесь, вот ребята стояли, машину порадовались, что тепло. А, да, Не да. грели, и утром На пришлось машине. нам мастером ее Мгм. разогревать. 37 это позавчера было, да? еще Она такая замерзла, температура? да. Ага. А неделю назад еще 45 держалась стабильно тут по утрам. На заготовку дров специально выделяют деньги? Нет, это старое все. Сейчас А, же это отопление старое. от котельной. Это Центральное. просто сейчас вот Понял. девочки Ну. протапливают, когда у нас, допустим, отопление начало сентября Мгм. начинается. А в августе уже у нас холодная холодно. да. Все, Да. дожди, холодина уже здесь, все, Мгм. сыро. И вот они топят печечку. сами. Ага, чтобы как Да, пока это, печка да. спасает, Центральное да. отопление. И вот еще вопрос, да, вот. Когда Убачев проезжал это в 28-м, да? Шестом. 26-м. Он вычислил же, да? Да, он На вычислил. бумаге. А инструментальное... Инструментально он 38 только зафиксировал, потому что у него термометров не было, Да. низкоградусных. Мгм. У него были до 38 вот только и все. А он почему вычислил? Потому что, допустим, у нас есть такая способность замерзания пара, да, вот это, влаги. Мгм. Где-то вот, ну, а как скажем, местный абориген, вам скажу, 48, да, Оля, у нас шуршать начинает воздух, грубо, да? Мгм. До этого он не шуршит. Но когда идешь, дышишь, и начинает шум такой. А, да? Да. И чем холоднее, он больше шипит, да. Даже можно его, скажем, А. увидеть. Есть даже фотографии где-то вот в книге. Сосульки. Книги. Не сосульки, а прям вот человек дышит, и как пар, да, и вот. Иней. Иней, да. Понимаешь, это если, допустим, уже к 60.
А вообще до 48, вот он говорит, он был на конце ноября, и говорит, у него 38 они зашкалили термометры. Были Ниже уже минимально. Уже никогда. А воздух шипел, говорит, очень сильно шипел. Это уже, говорит, значит, было 50. Следовательно. Исследователь, он потом по расчетам своим все это проверил и пришел к выводу, что да, действительно, вот Аймеконская впадина, она самая холодная считается, и этого Верхоянского Нагорья. И сделал вывод, что тут может температура понижаться до минус 71,2 градуса. Также такой же вариант, вот, когда у нас было 2 февраля была зарегистрирована самая минимальная температура, это в Крест-Анторе, Поповым было, первый начальник станции, было 67,7, 67,8, да, по-моему, 10 градуса было зафиксировано, 67,7, да. И это, на тот период в Верхояне, например, было 62 или 63 всего. Да, все равно было у них выше. То есть в Аймеконе холоднее было всегда. И 50-летние исследования были проведены учеными Якутии. Здесь были Ленинграда, Москвы. За 50 лет всех вот этих, как говорится, исследований, все равно в Аймеконе температура всегда была ниже. А у вас стаж профессии сколько? Какой? Ну, здесь. Ну, здесь я 14 лет работаю. 14. А на вашей памяти... Вот человек работает больше 20 лет, вам может рассказать. Самое низкое, когда... А, кстати, мы с Олей в одну смену работали, помнишь? Нет, это было давно, 68. В этом году у нас уже за 60 минус. Нет, он их спрашивает на твоей памяти. 68 же, помнишь? 68. Это в каком году было? Это 2000 Ну, это нет, да. 2000 был. Года, да. В журнале все это записано, да. Ну, мы раньше это все делали на бланках. Вот сейчас мы с какого-то года уже тетради ведем, и у себя оставляем. Раньше мы отправляли. В Якутск отправлялся напрямую сразу. Все документы. 68, да, на себе ощущали. А но теперь это тоже. ну, компьютеры, теперь по компьютеру отправляешь, а дубликаты, естественно, у себя оставляешь. Ну, по детству я помню, за 60 это было стабильно у нас раньше, зимой. Сейчас уже теплее, да, зимы? Ну, нет Да, такого. Теплее, да. да. В этом Зимы году действительно уже даже теплее. минус 60. Раньше, вот, допустим, начиная декабрь обычно более-менее, а вот январь, февраль, все. Сколько у нас? За 60, да? То ли Стабильно. 57, что ли, вот самое низкое. Да, 57, была. вот я говорю, вот 57 или 58 в этом году было. А так вот в том году, ну, зато было часто, вот, правильно, оно как держался мороз. Вроде, кажется, как холодная вроде зима была. Вот здесь у нас, видишь, флюгера стоят. Ага. Вот будки стоят. Там вот ведется наблюдение температуры, влажности воздуха. Вот самописцы, вторая будка, то же самое. Постоянно, то есть они пишут ежеминутно. Это вот каждые 3 часа девочки ходят, да, проверяют. И это все передается вот АМК, вот аппаратура по 8 параметрам. Автономный метеорологический комплекс. И вот это все фиксируется и приходит к ним сюда. Вот видал, стоят эти ноутбуки? Ну, эти компьютеры. Да. Приходит, данные да, снимаются приходит все постоянно, уже да? там постоянно они, да. И плюс каждых 3 часа они ходят, еще проверяют. Если авиация, каждых полчаса. Ходят еще вручную, как говорится, все это производят. А это вот вторая вот эта вся часть. Он тоже, это комплекс называется ААК. ААК. Да, это чисто за солнечной радиацией. Ведутся Ведутся наблюдения, да, чисто за солнечной радиацией. Отдельно вот дозиметры уже. Спасибо вам огромное. Да вам не за что. удачи в вашем труде. Вам добраться, вы когда уйдете? Да сейчас мы уже едем. Да, все домой уже, да? Торопимся, да. Так, мы приехали в царство Чингисхана. Резиденция. Резиденция Чингисхана. Здравствуйте. Там еще вылет 71, да. Ой, там надо было перчатки взять, да? Сколько стоит? 400. 400 рублей. Сегодня у нас день расходов. За домики заплатили, за вот дом, гостевой дом, 3000 в день. То есть по 6000 человека получилось. Сейчас подошли к ледовой резиденции Чингисхана, хранителя холода. Эта гора называется Эбе. Восхищение этой горой тем, что она дает энергию, эта гора. И вот эта резиденция имеет длину 110 метров. 7 комнат, все наполнены ледовыми фигурами. И также напротив тоже в коридоре тоже ледовые фигуры. Посмотрите, у нас эти кристаллики, пожалуйста, наклоняйтесь, руками не трогайте нашу красоту. Не тает. Температура минус 10. Вот, пройдите и смотрите, фотографируйтесь. Спасибо. Пожалуйста. Просто
Только это наклоняйтесь, кристаллики Не трогаем кристаллики. Hello, ladies. Hello. Слушай, как они красиво. Здрасте, здрасте. Здравствуйте. Завтра, да? Да. В конце 80-х годах раскопали тут взрывными работами. А, до этого хранилище служило. Хранилище. Вот, То есть здесь все хранили, а тележка была, да, которая... да, тележка была. Рельсы тут. 19 лет как рыбу, Чисхана мясо, резиденция. Продукты. А тут можно отдохнуть на шкурах? Шкура медведя Можно? Да? О! Байнай? Баянар. Дух тайги. Охотник. Удачи. Полежать рядом с Байнаем — это большая честь. Ага. Медведь. Знаете, как по-якутски медведь будет? Я не смогу это прочитать. Правильно. Там в 1953 году геологи увидели большое чудовище. Чудовище озера Лабынкыр. С мяс сделали. А это трон Чисхана. О, красивая экспозиция. Минус 71, бык. Бык холода. Вот такая вот честь посидеть на троне Чисхана. Почувствуй себя владыкой холода. Да, да. Сейчас фоткать. Всех заморожу. Что, летом вернемся сюда? А это на Усневру дорога, да, вот эта вот пошла? Вот Магадан? Магадан. Да? Она там? Вот, собственно. Все должно сложиться удачным образом, и когда мы поедем на Афродиту, поедем уже в ту сторону, в Уснеру. Это трасса на Магадан. Уснера — это столица Абиконского района. Центральный населенный пункт. Я понял так. Представьте, как это все будет выглядеть живописно. Заценим. Я же представил не всех наших героев. Я тут Кирилл, знакомьтесь. Всем привет. Мы. Предпринимательство и развитие туризма. А, вот в мэрии, в отделе предпринимательства, руководитель отдела предпринимательства и туризма, да? Да. Вот у нас какие люди еще с нами. И Все вот на своих руках и плечах, весь этот Да. фестиваль. А, Да. все организовал. Так, еще у нас Аркадий Лебедев. Да? Правильно, Аркадий? Ты у нас журналист, да? Уже. Это что за газета у вас там? Газета «Эхо столицы», городская газета. Я так понимаю, что у вас ты популярный журналист, да, в Якутии? Ну, среди вот тех, кто связан, хоть как-то, да? Наверное. Он очень скромный еще, хороший человек. Интересный момент. Солнце стоит уже по 11-12 часов в день. Но не от этого зависит тепло в регионе. Ну что, мы снова остановились в том месте, в котором мы восхищались, когда ехали сюда. Это были наши первые впечатления здесь. Они же будут последние, потому что горы кончаются. Сейчас мы уже из них выезжаем. Дальше будет равнина. Еще, ну, где-то 400 километров проехали. Еще полпути нету. Сейчас еду, анализирую еще всю поездку. Ну, в плане того, что я смог наснимать. На самом деле, все так было быстро и бегом. Если честно, все-таки у нас была команда от администрации. И мы не просто там развлекались. У нас было много, ну, дел различных. Нужно было везде успевать. Там. Поэтому, может быть, сейчас думаю, не так детально получилось, как бы хотелось, конечно, поснимать. Ну, место само, с людьми пообщаться побольше. Ну, это повод приехать еще раз. На самом деле, сейчас думаю, что формат такой вот бегом-бегом сложноватый. В идеале бы, конечно, ну, если осветить какие-то такие подобные места, надо приехать
на несколько дней тут пожить, пообщаться с людьми, поснимать. Тогда можно более погрузиться. Смотрим, что получится. Надеюсь, хоть как-то смог передать вам атмосферу. Ну, вот когда ты посещаешь места, которые имеют какое-то такое мировое значение, ну, действительно, какое-то чувство у тебя такое восторженное, хорошее чувство, приятное. Хочется побольше таких моментов получать. Будем стараться. Жалко, все бегом, конечно, хочется вот сейчас где-нибудь вот сесть. Так вот, пойду-ка я сяду. Присесть. И посидеть. Keeping it light all the time you stay